Я желаю вам всего доброго. Оставайтесь с нами. Сегодня в Казани ветер шумит в тополях. Премьеру с таким названием представляет Набережно-Челнинский театр драмы. 3 престарелых героя обдумывают план покорения вершины, где каждый из них будет счастлив. Спектакль открывает 5-й фестиваль молодой татарской режиссуры «Ремесло». Он стартует через считанные минуты в театре Камала. Там работает наш корреспондент Маргарита Петрова. Здравствуйте, Маргарита. Юбилейный форум по своему формату отличается ли от предыдущих? Здравствуйте, Гузель. Да, в этом году к смотру добавилась еще и лаборатория. В ее рамках 4 молодых, но уже известных в России режиссера представят свои эскизы. Поясню, это нечто вроде наброска к будущему спектаклю. Обычно на это уходит несколько месяцев, но в рамках фестиваля, конечно, есть всего 1 неделя. Для этого труппа театра разделилась на 4 группы. У каждой своя отдельная пьеса современных драматургов из России, Ирландии и Эстонии. На татарский язык тексты перевели молодые казанские поэты. И тема постановок – это потеря и, конечно, поиск своих корней. Из 160 работ было выбрано всего 4. Современной драматургией занимаются люди молодые, и, как правило, они пишут о своих сверстниках. И если они растут в эти драматурги, то они как бы по мере взросления и герои взрослеют. Но есть несколько драматургов очень одаренных, которые могут переплощаться, так скажем, которые каким-то своим внутренним талантом могут написать историю, которая с ними не происходила, и не свой возраст. Вот одна из них Ярослава Кулинович. Спасибо, Маргарита. Напомним, с нами на прямой связи. Простите, Маргарита, по-моему, у вас еще есть что-то сказать. В рамках лаборатории можно... Для постановок в рамках лаборатории можно использовать не только сцены, но и фойе, и даже гардеробы, потому что одна из целей фестиваля – это убрать театральные штампы. А вот в рамках смотра свои работы представят 11 молодых режиссеров, и подробнее об этом расспросим у театрального критика Нияза Игламова. Нияз, скажите, пожалуйста, вот из 11 режиссеров, как были выбраны именно они, и заявок было столько же или больше? Заявок очень много, заявок некоторые мы даже не рассматриваем. Дело в том, что все-таки, несмотря на то, что фестиваль международный, и есть участники из Казахстана, и привлечены активно драматурги из Ирландии, из Эстонии, тем не менее, главная задача фестиваля все-таки раскрыть таланты молодых татарстанских режиссеров. И, конечно, им отдавался приоритет. Им отдавалось преимущество, и мне кажется, это закономерно, поскольку сейчас довольно много фестивалей молодой режиссуры в России. И, например, вести кого-то там сюда, может быть, не так целесообразно. Вот в рамках знакомства казанской публики, в рамках знакомства театра и театральной общественности с молодыми режиссерами из других регионов, да, то есть России, проводится лаборатория. А из 11 режиссеров, это, конечно же, в первую очередь, все-таки наши казанские режиссеры. Хотя не только. Например, Челнинский театр показывает работу «Ветер шумит в тополях», спектакль Туфана Мамединова, который уроженец Челнов, но сейчас живет и работает в Москве, ставит активы в Театре нации, в других московских театрах, в Маяковке. Вот. Альберт Гафаров, который живет в Уфе, но активно сотрудничает с татарстанскими театрами, с татарским Стежикамским, с Челнинским и так далее. Вот, собственно, выбор таков. Выбор таков, потому что если бы мы хотели действительно всю пестроту показать молодой режиссуры российской, то, пожалуй, нам бы не хватило ни времени в неделю, не хватило бы, наверное, ни того бюджета, который у нас есть, не хватило бы просто... Ну, нельзя объять необъятное. Вот, собственно. Вот вы сказали про бюджет, это не секрет? Нет, это не секрет. Порядка 1 миллиона рублей. И очень скромный бюджет. Скажите, пожалуйста, а у всех ведь этих режиссеров своя особенная школа? То есть вот зрители, они смогут прочувствовать эту разницу? Да мне кажется, зритель меньше всего в своей жизни думает о каких-то школах, о каком-то там, о какой-то разнице. Ему нравится либо нет, что его привлекает современного зрителя? Все равно, как, наверное, и века назад, это какая-то искренность, честность, разговор на какие-то больные вопросы, разговор
по существу, уважительный разговор с ним, со зрителем, он нравится вне зависимости от школы. Но школы, да, разные представлены. Это и ГИТИС, это и Театральная академия Петербурга, это Казанская школа, разные, причем у разных мастеров учились казанские режиссеры. То есть, да, но я не думаю, что зрителю это так уж важно. Спасибо большое. И сейчас фестиваль открывается спектаклем «Ветер шумит в тополях». Подробнее о нем мы сможем рассказать только в нашем следующем выпуске, потому что вот он начался буквально несколько минут назад. И мне еще остается добавить, что все спектакли фестиваля можно посмотреть в театрах Камала, Тинчурина, Тюзе, Доме актера до 22 декабря. И зрители смогут не только стать зрителями, увидеть эти работы, но и остаться на обсуждение спектаклей критиками. Спасибо, Маргарита. Итак, на прямой связи с нами из театра Камала была наш корреспондент Маргарита Петрова. На этом наш выпуск завершен, а прямо сейчас смотрите